В годы сталинских репрессий карачаевцы и балкарцы были насильственно выселены с родных мест на Кавказе, в Среднюю Азию и Казахстан. По некоторым сведениям, в то время их даже исключили из списка народов СССР. Но они сумели выжить, а после реабилитации вернуться на родину и восполнить генофонд. Те же, кто остался на чужбине, обрели вторую родину. В частности, в Казахстане сейчас проживает более 5000 карачаевцев и балкарцев. Здесь они чувствуют себя полноценными гражданами, имеют своего представителя в Мажилисе парламента страны. О судьбе двух братских кавказских народов в степном краю сегодня в программе «Казахстан. Народы и судьбы». Первые поселенцы-карачаевцы в Средней Азии появились в 30-х годах прошлого века во время массовой коллективизации. В основном, говорят, их выселяли в Пахтаральский район Узбекистана. Но какая-то часть тогда оказалась в южном регионе Казахстана. Как рассказывают старики, выселяли, раскулачивали в то время людей, кто имел 2 коровы и 10 овец, а кто имел отару овец и там 500 лошадей. Они одинаково были раскулачены. Я почему это знаю, моя двоюродная сестра покойной матери, они как раз попали в Узбекистан в 1937 году. Они-то были богатые. И все же карачаевцы, как и балкарцы, срок своего появления в Казахстане ведут с военных лет, когда основная масса мужского населения была демобилизована на фронт. Первыми сюда были высланы карачаевцы. Это случилось в ноябре 1943 года. Они были депортированы в Казахстан и Киргизию с территории Карачаевской автономной области, которая пережила фашистскую оккупацию. Тогда огульно в предательстве и пособничестве Германии был обвинен весь народ. Какая-то часть народа, возможно, и служила немцам. Как они это служили, в каком, исходя из каких побуждений служили, сегодня трудно это определить. Вот я месячным ребенком попал. Ну я при чем здесь? Но мой безграмотный покойный отец при чем? Там наши родственники тоже были на войне, тоже погибли, защищая отчизну, Советский Союз. Ну и мы здесь при чем? И вот каждому двору выставляли одного офицера и 2 солдат. Не будем скрывать, наверное, у всех людей, будь он офицер, будь солдат, наверное, они все равно одинаковые. Были хорошие вот эти офицеры, кто позволял что-то взять человеку. Депортация балкарцев произошла чуть позже, 8 марта 1944 года. Сценарий произвола был практически один. Выселению подвергались все без исключения. Участники гражданской отечественной войн, родители, жены и дети фронтовиков, депутаты Совета всех уровней и партийные деятели. Неожиданно ворвались 8 марта рано утром от НКВДшные солдаты, будили, поднимались с постели и отправили нас неизвестно куда и везли в вагонах телятников. И по дороге многие погибли. И когда приехали, ведь никто тут в Казахстане не ожидал, что такое количество народа обустроит, ведь и сами в то время впроголодь жили. Война все забрала и у казахов, и у киргизов. В Казахстан было депортировано, по некоторым данным, около 50 тысяч карачаевцев и чуть больше 20 тысяч балкарцев. Их рассеяли в Джамбульской, Чимкенской и Алматинской областях. Из них порядка 30–40% умерло в дороге и на местах от голода, холода и болезней. В места ссылки к своим семьям с фронта вернулись единицы. В частности, из 15 тысяч воевавших балкарцев живыми вернулись всего 700 человек. Мы попали в Каракемир поселок, а там нас вселили глинобитный домик, маленький такой. И вот пришла соседка, но она была уже соседкой, потом увидела нас, заплакала. А холод, говорит, такой ужас, тем более от Такмака до поселка Каракемир 7 километров, а нас везли бричка, запряженная валами. Он же тихо идет, все перемерзнувшим. И бабушка видит, что мы не в себе. Принесла деревянная чашка, и там теплый гюже. И говорит, кушайте. Что так приняли. Огромное спасибо моим дорогим казахам, что приняли нас и не отвернулись. Моя свекровь рассказывала, что до того, как нас привезли, среди местного населения пустили слух: к вам везут людоедов.
чтобы они не встретили нас и не помогали нам. Но когда казахи увидели, как наш дед молится, соблюдая мусульманские традиции, они сказали, какие же они людоеды, если они мусульмане. Они стали помогать нам всем, и едой, и кровом, хотя и самим было нечего есть. Трудное было время. Вот так работала идеологическая машина, но запугать местное население вестью о людоедах она не смогла. От них не отвернулись, быстро нашли общий язык. Помогло, что и у карачаевцев, и у балкарцев родной язык очень схож с казахским. Работы в те тяжелые годы хватило всем. Переселенцы в основном занялись земледелием и своим привычным делом – скотоводством. Мы жили в Каракемире, потом переехали в Каракунуз. Вот в Каракунузе скот в 1957 году 80% обслуживали карачаевцы, колхозный скот. Будь то овцы, будь то крупнорогатый скот. Наши балкарцы и карачаевцы – лучшие косари в мире. Будучи еще юношей, я вспоминаю двое братьев Кучмезовых. Это еще давно, колхоз у нас не совхоз был. Их кормили отдельно. То есть большинство балкарцев косили по 1 гектару, это вручную. Они косили вдвоем 1,5 гектара. А норма была 20 соток. Чувствуете разницу? Это? И я считаю, 1,5 гектаров норма для трехконной сенокосилки была в то время. Это предел человеческой возможности. Карачаевцы и балкарцы – это практически единый народ. У них много общего в традициях, обычаях, практически один язык. Есть даже семьи, которые не могут между собой сочетаться браком, настолько близки родственно. Трудолюбие у них тоже в крови. Среди переселенцев впоследствии оказалось немало героев социалистического труда и орденоносцев. Например, на этой фотографии Зулейха Исаевна Гульбашева, знатный свекловод Талдыкурганского района. Она была трижды награждена орденом Ленина и имела звание Героя соцтруда. Однако после реабилитации многие решили вернуться на историческую родину, в свои опустевшие дома. Массовый отъезд начался в 1957-м. Их уже не останавливали ни успехи, ни уважение, которые они завоевали на новой земле. С просьбой остаться, говорят, к ним обращался сам Динмухамед Кунаев, который позже долгие годы возглавлял республику. Он говорил, оставайтесь здесь, потому что вы такие же по менталитету животноводы, и живите здесь, говорит, мы дадим компактное это проживание в этом Джамбульской области, или где хотите живите, но вы оставайтесь, потому что у вас язык, и обычаи, да и религия, все это схоже с казахами. Как говорят казахи, сыртта солтан болғанша еліңде болтан бол дейді ғой. Правильно? Это, наверное, свойственно и казахскому, да это, наверное, каждому народу свойственно. Все-таки родина есть родина. В Казахстане осталась лишь малая часть диаспоры, несколько тысяч человек, по разным причинам. У Атта Гулиева, например, здесь похоронены родители. Он рос практически сиротой, сделал карьеру в своей профессии, воспитал ряд известных спортсменов. Азрет Бурлаков родителей похоронил на Кавказе по их просьбе. Там живет его старший брат. Остальные родные в Казахстане. Уже у меня одни кости карачаев, все остальные все казахские. Она такие. Это мы уже привыкли здесь. Мы уже брак-танечный борьбе с уже не надоедаем. Я замдиректора крупного предприятия. Вот отсюда делайте заключение. Есть у нас паритет в семье или нет? Вот я так понимаю ситуацию. Семья Розы Хасановны тоже осталась в Казахстане. Судьба к ней оказалась благосклонна. Ее дети стали известными спортсменами, а один из сыновей – олимпийским призером.